Ингушетии нету такой легитимной какой действительно духовное правление, ну, практически только на бумаге, потому что мы видим, они сами себя изолировали от исламского ума, который в России, потому что все осуждают, особенно вот последнее высказывание, которое было. Ну, это, как считается, это как бы фетва. Фетва, ну, это, ну, вот таких, из-за таких фетв, вложенных фетвы и ученых, вот на мою историческую родину в Сирии, и кровопролитие происходит, ну, разруха и так далее. И вот таких вещах это недопустимо, даже если человек ошибается. Ислам, если человек, он где-то ошибается, если правитель ошибается, мы должны его советовать. Умар ибн Хаттаб, второй халиф, сподвижник пророка, когда халифом стал, он, когда стал правителем, он говорит: если я ошибаюсь, исправьте меня, пожалуйста. Даже одна бабушка, я буду исправлять, даже палку буду. Я говорю: я согласен. И, значит, правителю нужно не критиковать, а поддерживать. Советом надо. А если, я вот до этого как бы общался, когда в мечети на Джума были, ну, как бы есть правители, которые недоступны, им тяжело, как бы доступ к ним очень тяжелый. Ну, настолько я видел, ну, не такой тяжелый доступ к вам. И как бы общение идет, и окружение, которое есть, я только как бы хорошее, как бы это слышал, и мне это очень приятно. Всегда справедливый правитель, где он ни был в мире, вызывает у мусульман как бы восхищение и как бы вот такой доброты души. И хотел бы как бы еще раз, что Всевышний вам дал поддержку, и чтобы вы были таким, иншаллах, правителем. Это испытание и для вас, и для народа. Действительно, мы переживаем, и что от нас зависит тоже, какие-то лепту, которые можем действительно внести в мир в этой республике, иншаллах, это тоже мы готовы. Я думаю, скоро что-то сформируется на религиозном плане, для того, чтобы в дальнейшем мы можем работать, общаться с имамами, делать какие-то там обмен. К нам приезжали в регион, где-то там проповеди делали, какие-то там практику проходили.